Ждем дальнейших улучшений сейчас. А мы пока что до глухарины только чай попьем. Фу, как давно тут я не был. Я тебя пилу тащила, какое-то новое приспособление? Ручная пила. Ты из кармана вытащил? Нифига себе! Да. Вот это да! А толстые это самые как? Вдвоем? А, вдвоем. Ну, чтобы не закусывал. Можно одному, но это... Неудобно. Неудобно одному. Ее закусывают на большом диаметре. Разводить широко руки. Можно одному, но лучше вдвоем быстрее, проще. Давай отпилим, надо это. Пошли смотреть. Расколем пополам. А я думал, что ты так удивленно на меня, на мою пилу смотришь, когда я взял, потащил. Попроще сделай угол. Иван Батькович, признавайся, а где такую штуку продают? Я не помню, я в интернет-магазине заказывал. Это российская пила. Я китайский смотрел, но там что-то не то пальто. Зуб какой-то развода нету. Это все разведено и точить можно. Я смотрю, ты запыхался, Ну, все равно. а Вася нет. Почему? Ну, моложе что? На пару дней? Я физически уже давно не работаю. В спортзал не хожу, он пузо наел. Тарелку сейчас будет делать. Тарелку? Вы не слушайте его. А зачем колешь, а не так сразу? Он хочет себе поднос сделать, чтобы кушать удобно. А, Всё, поставь столик. баночки. 2 выемки сюда сделай, коленки вот так ставь. Ну тогда под стакан, это самое, под кружку надо. Так он же шуруповерт свой не взял с насадками? Чтобы он- Блин, пальцем приковыряй. Ага. По сути дела, это как двуручная пила, что только в карман можно засунуть. Да? Намного удобнее. Не весит ничего и места не занимает. Ага. Я оценил такую штуку. Ну, так дровами достаточно легко обеспечили себя. Да. Ну, после того, как я увидел, как вы такой пилой пилите, эту пилу, пожалуй, в отставку пора. Иван Батькович, по секрету расскажешь адрес интернет-магазина? Я не помню. Я Васе не скажу. Хорошо? Сутки. Ладно, 1 час. Это я час назад кушал, а вы так и сейчас собрались? Ну вы даете. А может вы до избушки не будете кушать? Сколько сэкономите? А Вася опять скажет, что ему кушать не давал, блин, одним чаем поил. Он уже жене на меня жаловался 1 раз. Это правильно? Он мне кушать не дает. На, ставь. Я говорю, он мне мстил. Зато как красиво. Ну ладно. Главное нам не проспать сейчас. А то мы все спать любим. Проснемся завтра днем. Дядя Валера, расскажем, всю ночь просидели, никого не прилетело. Только нету. Ток ушел. За крышку не бери, она хреново гнет. Ну, можно сказать, погодой нам повезло. Во-первых, тишина абсолютно хорошая. И даже, по-моему, мороза нету. Тепло на улице. Тепло. Так что осталось утра дождаться. И там посмотрим. Поспать, что ли? Ну что, рыбаки-охотники, заряжаем 1 номер. Тетерева затаковали, они первые атакуют. Скоро глухарь. Ну что, пора выходить. Будем там на месте уже слушать. Ну, костерчик, остаешься. Мы пошли. Пришли на толк, сели. Ждем такования. Тетерева. Кто-то пролетел. На глухарку похоже. Ну что, попало что-нибудь? А, ну давай, похвастайся. Я-то отстал специально от тебя, чтобы не мешать. Темновато было, это ярко светит. Думаю, испугается еще редиска. Ух ты, красавец. Молодец. А где второй?
Какой второй? Я один расстрелял. 2 выстрела было. Что мешать не буду? Это самое, я в другую сторону пошел. А где-то рядом с тобой выстрел был. Ну вот если не ты, значит между нами где-то вообще Между рядом нами? стреляли. Кто-то еще тут ошивается. По сути дела, он стрельнул и убежал, что ли? Даже не подошел. По ходу дела. Вот редиска. Не знаю, вот сейчас мы подождали немножко, там снова перелеты были. Я-то тоже 100 рублей платил за глухаря. Ну, надо смотреть, ждать, слушать. Еще время пока позволяет. Восход солнца, 3:30. Ну, не знаю, до 4 если подождать, а потом подойти и там затаковали или нет. Ой, ну, посидим, поокаем. Сколько анекдотов знаешь? 150, 160? Холодно. Это когда мы уходили, и вроде тепло было, а сейчас натуральная холодрыга такая. Мне даже показалось, там по болоту, где водичка, по болоту наступаешь и хруч-хруч даже вроде кажется. Да, заморозок какой-то был. Восход солнца, как он там сквозь деревья виден. Прохладно вообще-то. На лужах реально лед образовался. Ледок. Повсеместно лед. На всех лужах. Как таким с хрустом подкрадешься? Зовут. Блин, чуть пальцы не отморозил. Когда камеру держишь, в первую очередь мизинец мерзнуть начал до боли. Идем к кострищу. Фух, ух, нелегкая эта работа. Не только тащить бегемота из болота, но и вытаскивать глухаря с болота, по-моему, не легче. Это ваш сигнал был, я дубнул в ответ и бегом-бегом. Весь в поту иду. Фу. А что там? Опять кто-то еще чужие стреляли, что ли? Это не чужой, это я стрельнул. Вы там налево пошли, а я это думаю, дай зайду. Блин, наткнулся, редиски дерутся, гады. Ой ты, блин, запутался. Вон, хвостик у меня торчит. Сейчас покажем. Они даже атаковать не успевали. Дерутся, бах-бах-бах-бах-бах. Там один отлетит, второй там подлетел, пикернул на этого. Я думал, там передерутся, побьют себя друг друга. Стрелять не успею. Снять успели? Вот это, ой, для меня тяжелый вопрос, потому что, Или стрелять, или снимать? да, там лед, этот хрустит, эти туда передвигаются, туда-сюда. Думаю, лучше стрельнут, а потом надо подумать, как этих снять, когда идет охота и... Ой, если бы я отвлекался, я бы не стрельнул. Короче, не до съемок был. Но где ты там спрятался? Вот он. О! Так сказать, не знаю, в последнее время, как определять возраст, в принципе, я не видал в литературе это. В советское время не то что в этих журналах, а даже в этих справочниках для туристов показывали, как определять возраст глухаря. Сейчас примерно прикинем. По годовым кольцам на лапах? Вот так раскрывает хвост и на сколько градусов раскрылось. Если 5-7 лет, то хвост расширяется, вот горизонт шире горизонта. А это, ну не знаю, от 3 до 5 лет. Вот у него на горизонт переходит. В принципе, не знаю, 4,5 это минимум есть. О, красавец. Да, парнильницей заставил. Я в самом начале как подходил, а там лед, блин. И, кстати сказать, они так дрались, что в это время практически не атаковали. Там чик-чик, бах-бах-бах-бах. Короче, Василий Батькович, мы оправдали свой зимний поход, да? Ну да. Мы вот так обогнули болотце. Ты Пошли. это жалуешься на нагрузки? Зачем на Нет. охоту едут? Устать так, чтобы можно было отдохнуть на работе целый год. Надо прийти довольный, отдохнувший с отпуска. Да. И чтобы на отпуск запомнился, вот надо 50 километров по болоту прочапать,
Чтобы еще 3 недели мышцы болели, да? Вспоминая отпуск свой. Я физически уставший, вымотанный, но зато я душевно отдохнул. Это намек, Вася, надо в город съездить, отдохнуть морально. Что-то там кутнуть, что ли? Ладно. Да и для нас это отдых, что там, нормально. Слушай, не успели мы отойти от костра. А куда Ваня-то девался? Ну, он опять, наверное, срезать решил. Он как там зашел и так и не появлялся. Наверное, там напрямки, как обычно, пошел. И что делать? Искать заново? Ну, у него карта есть, да иди выйдет. А ты как, тоже напрямик пойдешь? Ну, как пришли, так и пойду, чем это. По хорошей дороге иди, да иди себе. Надеюсь, в избушке встретимся. И встретимся, короче. Фу, тяжелая ноша стала. А? Еще кто кого бросил, блин. Слушай, мы сейчас в систему болот заходим. Не зная броду, тут офигеешь выходить к избушке. У него карта есть? Карта есть. А, избушка отмечена. Да? Тогда, получается, он нас бросил, Ну да. а не мы его. Вперед куда-то убежал, ничего не сказал. Не говори. Может, он охотиться ушел? Может, он еще на таку хотел остаться? Не знаю. Ну ладно. Увидим, спросим. Да, мы в избушку идем. Хорошо снимать, когда горячки, охоты нету. А то, когда и убирать кривой палкой, блин, как поставить ее, как камеру там закрепить, столько времени уходит. Слегка в этом смысле мне не повезло со съемками. Ну да ладно, что есть, то есть. А пока в избушку. Смотри, Ваня-то уже здесь, оказывается. Нифига себе! Мы его потеряли. А он, оказывается, тут уже впереди прибежал. Да я уже выспаться успел. Давно пришел? Ну, 30-40. Нифига себе! У нее ноги на 15 сантиметров длиннее Но. вас. Ну давай, Валерий Батькович, мы это самое. Мы не пустые. Ну, давайте, хвастайтесь. Мы по глухарю кокнули. Ой! Ну, один есть, ладно. Я Валерию говорю, Ваня Батькович, ты видел? Вначале таковали, бахнул Вася, а потом я говорю, подожди, еще таковать будут. И что затаковали? Я еще раз бахнул. Там еще кто-то чужой был, стрелял. Так, Что, чужой-то сразу? так, сейчас, секунду. Я похвастаюсь, ты что? Хуба! У меня, по-моему, не меньше. По-моему, офигенный такой. Глухарь. 2 раза Василова больше. Начинается тут сразу, в 2 раза больше. Ну вот, ну, глухарей это самое мы стрельнули. А ты так загадочно говоришь все что-то? Не, что же у тебя оттуда, откуда надо? Ни хрена себе. Я специально, смотри, припрятал, чтобы... А ты тоже стрелял, что ли? Да, вы чужой. А, мы думали чужой. Крутанулся там, наверное. Все, Нифига себе. норма выполнена, путевку можно закрывать. Ну ты у тебя в путевке тоже и глухарь есть, да? А, ну тогда дело святое. Ток был нормальный. Сколько голов специально не говорю, чтобы не привлекать народ. А то народ быстро может среагировать. Тот хороший. Мы думали, чужой там стрелял. Мы там болтаем, а ты молчишь, так улыбаешься. Слушай, он вредный характер имеет. Он, наверное, ждал этой минуты, чтобы посмеяться. Не, ну вы там такие все, вот смотрите. Ну ладно, камешки посижу. Так, ну ладно. Трикохлея, нормально. По глухари на брата. Мы зимой не зря съездили. Ну да. Удачно завершили свой зимний поход. 3 глухарика у нас. Нифига себе. 3 неожиданно. Ну да ладно. Приятная неожиданность, она радует. Постоянно.